Я столько чувашских приколов не слышала очень давно. Антакала. Салам! Вы слушаете новый выпуск подкаста Антакала, где мы рассказываем о людях, делающих классные проекты в регионах. Сегодня у меня в гостях Ильтияр Александров, музыкант, фольклорист, телерадиоведущий и член Сибирской академии РАН. Ильтияр, салам! Салам, Настя, салам, слушатели подкаста Антакала. Вообще, так клево это все звучит. А мне понравилось, как ты сейчас сказал Антакала, потому что я говорю с акцентом, с русским, а Ильтияр как-то вот правильно произносит. Можете еще раз? Антакала? Да. Сегодня маршрутчик тоже переспросил, когда ему рассказывал про свой подкаст. Он прям такой, какой подкаст? Ан что? Потом такой, Антакала. Я говорю, да, слушайте, рекламирую подкаст в маршрутках. Ильтияр, смотри, сразу такой вопрос. Я знаю, что тебя зовут Саша, да? Нет, Лёша я. Ой. Это вот все. Я знаю, что тебя зовут Алексей, а Ильтияр — это псевдоним. А как ты его придумал? На самом деле не псевдоним, потому что, Алексей меня так назвали, да, по паспорту, по документам и все такое, там, как положено. Но имя Ильтияр, оно стало моим настоящим, потому что в свое время на Керемете в Алем-Худжа в Белярске, это самое главное святилище у чувашей некрещенных, мы, соответственно, проводили некоторый обряд, и тогда я принял имя Ильтияр. Ильтияр — это тоже не просто так, то есть вот там, откуда я родом, коренное селение, оно называется Алдиарово. Ну, соответственно, основатель там Ильдер или Ильдияр или Айдар, ну, там по-разному говорят, но вот исходя из этого как-то вот адаптировалось имя Ильтияр. Хотя по закону чувашского языка должно было быть Ильдияр, но мне это не очень нравится, а вот Ильтияр мне прям нравится. Вот поэтому Ильтияр — это мое настоящее имя. Да, интересно, почему спрашиваю, потому что сейчас же многие смотрят в архивах, восстанавливают какие-то там фамильные имена. Я подумала, может быть, тоже ты там где-то порылся и нашел имя Ильтияр. Ну, я, конечно, работаю в РАН, но и не настолько люблю копаться в архивах, чтобы находить имена своих старых предков. Нет, на самом деле я бы посмотрел, конечно, с радостью, какие у них были имена, потому что дохристианские имена, они реально прикольные, такие колоритные, и сразу понятно, что они чувашские, хотя они похожи с татарскими, там все равно свой такой особый колорит имеется. Было бы интересно посмотреть, конечно, как зовут моих предков. А прикольно было бы, если бы моего главного предка звали Ильдияр, который это Алдиаров, например, основал. Да, клево, да. А вдруг, давай такую легенду запустим. В принципе, я думаю, что мы можем это сделать. Ага, а потом запустим утку, типа, этот Айдар или Ильдияр, он сын последнего булгарского хана, и, оказывается, династия булгарских ханов, она не прервалась. Чё бы нет, да? Лже-Дмитрий, у нас будет Лже-Ильтияр. Мне кажется, мечта Ксюши о желтых сплетнях сейчас просто очень классно воплотилась. Ксюша, кстати, салам. Ага, салам, Ксюша. Ты же про ту Ксюшу, про которую да, я... Кошелева. Да, хорошо. Ну, вообще, всем Ксюшам, которые нас слушают, большой привет. Смотри, ты уже сам заговорил про Сибирскую академию РАН. Расскажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься, как давно ты числишься сотрудником, и вообще, да, как там оказался твой научный интерес? Вообще история удивительная на самом деле. В какой-то год я поступил учиться в музыкальное училище имени Федора Павлова Чебоксарское на отделение фольклорное, сольного хорового народного пения. И там был запрос с сибирского отделения РАН, что им нужен студент-музыкант, который хорошо знает чувашский, и немножечко музыкант. У меня первая специальность, она университетская, она фольклорист. Ну и, соответственно, я, как филолог. А специализация, которая мне интересна, это фольклористика. И, соответственно, так получилось, что все звезды совпали, и они вышли на меня. Это было клево. То есть вот Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт филологии, сектор фольклора народов Сибири. Такой, зачем я им вообще нужен? Я же чуваш с Поволжья, да? Оказывается, вот это отделение сотворило огромный проект, который исследует переселенцев в Сибирь, чувашей, мордву, эрзю и мокшу и удмуртов. И это огромный проект по созданию звучащего атласа, когда исследуется весь фольклорный материал, собранный в Сибири, и потом вот эти переселенцы, откуда они переселились, в какой именно деревне, мы искали материалы в этих деревнях. То есть моя цель как раз по этим деревням ездить, копаться в архивах, находить старые песни, старые записи, старые кассеты, возможно, оцифровывать их и потом сопоставлять это с сибирскими материалами. Насколько хорошо сибирские чуваши сохранили что-то или потеряли, или насколько хорошо было сохранено это у нас, и насколько это утеряно с течением времени. Проект прикольный в этом плане, потому что все время сидишь, копаешься, огромное количество удивительных песен, а еще там так совпало, что география исследования, она такая интересная в том плане, что переселенцы в основном либо с Канашского, либо с Янтиковского, либо с Урмарского районов. Это моя собственная традиция. Грубо говоря, исследуя чувашей Сибири, я исследую свою традицию. Это вообще обалденно.
А что значит своя традиция? Очень интересно. Ну, вот мы же знаем, что у Чувашии есть некоторые этнотерриториальные группы. Вот, соответственно, мое происхождение, оно средненизовое. Средненизовые чуваши – это третья этнографическая группа чувашей, да, вот, которые являются как бы промежуточными между верховыми и низовыми чувашами. Вот, а средненизовая группа, она сама по себе еще условно подразделяется на две группы. Грубо говоря, восточная группа – Козлов, Курмары, частично Канаши и Янтикова, и западная подгруппа – это вот Цивильск, Мропосад, частично Чебоксарский и так далее. А я, соответственно, отношусь к восточной подгруппе средненизовых чувашей. Это уже условно переходная группа между чисто средненизовыми и низовыми чувашами. Так, я уже вообще в этих деталях, запутался. Я тоже всегда путаюсь, на самом деле. И я даже в школе, когда мы изучали, мы, правда, говорили только про верховых и низовых чувашей. Ага. Я уже тогда путалась и думала, зачем их делить, зачем их различать. Вот есть чуваши, классно, что они есть. Нет, в этнографических группах я не путаюсь, я запутался с того, с чего мы начали. Короче, вот у этой традиции, которые ты изучаешь. У восточной подгруппы есть свои особенности. Это, грубо говоря, какие-то фонетические особенности, некоторые музыки тоже проявляется в какой-то степени. Ну и, соответственно, вся эта территория из-за того, что она находится, на границе, мы скажем так, да, между двумя этнографическими группами, она вобрала в себя традиции средненизовых чувашей, вобрала в себя традиции низовых чувашей. И вот в том или ином селении это как-то проявляется, знаешь, так аккуратно, как маленькие вкрапления. Вот средненизовая традиция, хоба, тут низовой кусочек такой. А можешь какие-то примеры привести? Например, вот Яншихово, Нарваши, Янтиковского района, да? Из этого села просто огромное количество переселенцев в Сибирь. Село большое. У них, например, традиция чисто средненизовая идет, все как положено, да, вот песни свадебные, вот такие. Потом хоба находится пасхальная песня, которая поется под мелодию свадебной песни низовых чувашей. Но я ее не помню, сейчас не напою. Или, например, встречается такой момент, тоже удивительный, это когда условно граница между низовыми и средненизовыми проходит по Янтиковскому району, это река Ута. Часть южнее Уты – это низовые, а часть севернее Уты – это средненизовые. Мы находимся севернее Уты, соответственно, к средненизовым относимся. А тут хоба южнее, типа низовые. На самом деле, тоже все условно. Там, грубо говоря, существует разница в напевах хороводных песен. Вот что интересно. Допустим, хороводные песни тех, которые южнее Уты, они совпадают с теми, которые в Канашском районе. А те, которые здесь, севернее Уты, тут, получается, эти песни, они немножечко очень похожи на те, которые за Утой, но они другие. Вообще считалось, что, например, в нашей деревне эта песня утеряна. Пока как раз-таки я не наткнулся на эти архивные записи 98-99 годов, и представляешь, там это хороводное записано. Ого. Она записана, и это действительно средненизовой вариант. Удивительный, уникальный, со своими особенностями, со своим текстом прикольным. И я такой, вау. Вот это реально круто. То есть для всех она уже утеряна. Наши старики, которые 1930 года рождения, например, говорят, нет, у нас не было хороводных песен. То есть они их уже не пели. А песня жива. И ты ее нашел. Классно. Ой, супер, да. Слушай, получается, я правильно понимаю, что, наверное, с переездом, из Чувашии в Сибирь часть каких-то традиций, песен, они как будто законсервировались там, нет такого? Насчет консервации я бы не сказал. То есть фольклор, он, конечно, довольно консервативен в своей сути, да, то есть традиции, они хорошо сохраняются, но когда человек находится на стыке различных культур, синтез все равно происходит. Грубо говоря, некоторые жанры, да, там прекрасно сохранены. Например, если рекрутская песня утеряна, там напев этой рекрутской песни сохранен. Это удивительно. То есть под нее поются какие-то другие песни, но напев сохранен. То есть сама мелодия, она живая. Но жанр, конечно, поменялся, потому что реалии другие, да. И там терять идентичность было, по-моему, намного проще, потому что очень много песен идет именно от русской музыки. Идет русская музыка, например, да, стандартная советского периода, но при этом текстом чувашский. Или очень много религиозных песен, что тоже интересно. Но это уже очень поздний пласт культуры, когда религиозные тексты переводились самим народом, и это получалось нечто другое. Тоже очень удивительный момент. И в Чувашии такое распространено, но фольклористы это не изучают пока, потому что... Рано, слишком молодые? Во-первых, они слишком молодые, можно ли их вывести к традиции какой-то, к народной, да? То есть текст, ладно, христианский, мы это понимаем, традиционно, да? То есть он переведенный или просто свои понимания на это перенесли. Но если между ними какая-то традиционная
прямая связь, создалась ли традиция, мы говорить еще не можем, потому что традиционный фольклор чувашский, он дохристианский. То есть вот это надо понимать. Когда мы говорим о чувашских народных песнях, мы имеем в виду именно дохристианские народные песни. То есть Асран-Кайми это все вот до христианского? Алран-Кайми? Ой, да. Ну, конечно, потому что там первая строчка «Турран пюлях хрень ослыжук», то есть это уже намек, как бы пюлях это же чуть раньше. Будет такое небольшое признание в моей безграмотности, потому что, мне кажется, вот до последнего года, когда я как-то более глубоко погрузилась в чувашский мир, все мои представления о музыке сводились к двум большим пластам. Первое — это, конечно же, чувашская эстрада, которая по всем телевизионным программам была, и моя бабушка, я помню, обожала смотреть все вот эти концерты. И второе — это какие-то застольные песни, когда приходили родственники, все, скажем так, пили сыра или что-нибудь покрепче, и просто так хором начинали петь, но я не вслушивалась тогда, потому что мне не очень это нравилось. Я скорее убегала куда-нибудь в огород. Вот. А сейчас, когда я начинаю копаться в этой теме, знакомиться там с такими людьми, как Альтияр, с какими-то другими музыкантами, ты видишь, насколько там все многогранно. И я, может быть, я попрошу о невозможном, но можешь как-то вкратце, наверное, характеризовать чувашский фольклор. Альтияр сейчас закатывает глаза. Выпучиваю. Да, выпучиваю. Я знаю, что это сложно, но вот, например, я знаю, что есть там рекрутские песни, застольные, какие еще выделяются. Ну, вообще, классификация чувашских жанров народных песен, она уже хорошо проработана и Михаилом Григорьевичем Кондратьевым, и другими исследователями. Песни чуваши можно разделить условно на две большие группы. Это календарно-обрядовые песни и песни семейно-бытовые. Ну и есть еще одна группа неприуроченных песен, которые с каким-либо обрядом не связаны. То есть вот календарно-обрядовые песни — это сугубо такой архаичный пласт, когда все зависит от праздника или от какого-нибудь события. К этому жанру календарно-обрядовому мы относим песни сургури, песни щеварны, песни других обрядов, например, вот зимних, весенних, летних, Пасхи. То есть, мангун здесь надо подразумевать, что Пасха не христианская Пасха, а мангун, который был раньше, дохристианский. Вот такие пасхальные песни, их мы можем относить вот именно к обрядовым. Вот к Реге Юрызем как раз Алран-Кайми, про который ты говорила, это вот застольные песни, переводят их так, но это на самом деле гимн, с которого все начиналось. Конкретно один обряд — керзари, осеннее пиво, это вот после завершения всех земледельческих работ, когда начинается сезон вот этих посиделок, встреч с родственниками и так далее. Тогда главной песней была вот именно эта песня. Застольный гимн. Вот это вот календарно-обрядовый, то есть они связаны непосредственно с календарем. Дальше мы идем, кстати, хороводные тоже относят к календарно-обрядовым в этом плане, потому что, есть определенные тенденции, хотя песни, по сути, не обрядовые, если так подумать, они о молодежи, о жизни молодых людей, они исполняются в сугубо определенный промежуток времени, и, например, в том же Татарстане эти песни за пределами этого промежутка исполнять вообще считалось тяжким грехом. То есть, когда исследователи к ним ездили, они просто не пели эти песни, хотя прекрасно их знают, потому что обряд живой, да? Но запрет был такой, строгое табу. Соответственно, это и показывает определенную обрядность. Дальше семейно-бытовые, это рекрутские, свадебные, конечно, песни, которые пелись при рождении детей, плач невесты и похоронно-поминальные, конечно. Есть неприуроченная категория, это вот песни уже поздний фольклор идет, гостевые, уличные песни, которые о любви, о молодости. Есть еще группа улах юризем, посиделочные песни. По содержанию они близки и к уличным песням, и к хороводным. Но из-за того, что улах у нас, грубо говоря, строго по календарю, его иногда тоже к обрядовым относят, календарно-обрядовым. Условно говоря, классификация идет вот такая. Я бы назвала таким контент-планом чувашских песен. У тебя на целый год есть понимание, когда какую петь. На самом деле это очень круто. Неприуроченные ты можешь петь когда угодно, да, потому что у тебя просто привязки нет никакой. А, например, вот календарно-обрядовые, это сугубо с каким-то праздником. В этом и ценность этих песен, что они исполнялись в определенный промежуток времени. Даже когда тебе хотелось их петь, ты мог их петь только тогда. То есть какая-то особая ценность этих песен появляется сразу. Или семейно-бытовые. Ты же свадебную песню в обычное время петь не будешь, верно? Зачем ее обычно петь? А тут именно на свадьбе она прям расцветает. Кстати, удивительно, что эта традиция, она все еще
такая же живая. Вот мы проводили как-то несколько обрядовых свадеб в различных районах Чувашии и в других регионах, где чуваши компактно проживают. И именно во время уже, когда ты все эти песни собираешь сначала, да, находишь там 80 куплетов, 90, но почему-то во время свадьбы вот сами эти женщины, которые поют, они резко вспоминают другие куплеты, которых они раньше не могли вспомнить. То есть, грубо говоря, именно настоящий обряд они проводят, и в это время текст к ним возвращается. Это как магия. Забыть, а потом вернуться. Вообще удивительно было, потому что мы записали больше 80, но напели там чуть ли не 160, или может быть даже больше, потому что буквально на каждый шаг у них была песня своя. Это было обалдеть как круто. А сейчас еще есть эти фольклорные экспедиции, еще записывать какие-то песни? Конечно. На самом деле в последнее время с этим немного сложно, потому что те люди, которые действительно являются носителями традиции, они, к сожалению, ушли по большому счету, а с ними, ладно, там гостевые, мы их еще можем найти. Уличные песни, которые там вот молодой жанр, как я уже сказал, песни про любовь, их просто миллион, их реально хорошо знают, там люди, которым 50, они на этих песнях еще выросли, они их слышали. А вот те, которые календарно-обрядовые, например, они уходят. Вот этот жанр просто боль какая-то, потому что обряды-то мы уже не празднуем, у нас образ жизни-то другой. И, соответственно, вот этот вот пласт, он уходит. А он такой насыщенный в плане удивительности текста, богатства текста. Сначала текст уходит, потом уже и мелодию так красиво мы петь не можем. Бывает, что находишь какую-нибудь бабулю, самородок просто. Она поет, у нее потрясающий вокал, потрясающий голос, и все у нее очень круто. А потом слушаешь записи 98-х, 99-х и понимаешь, что не было круто там. А вот там вот было круто, потому что у них все природно, вот все эти, как бы это сказать, вот украшения в песне, вся мелизматика, вот эти кудрявости, они их так естественно делают и вообще об этом не думают. Образования-то у них нет никакого. Да. Они просто вот так вот слышали, так и поют. Или, например, чувашский ритм они держат. Особенность чувашских песен – это ритм. То есть раньше вот русские исследователи, они, когда приезжали, они не могли этот ритм уловить, потому что он очень архаичный. Они все пытались ставить в рамки академической музыки. Когда там, грубо говоря, 2 четверти, 4 четверти и так далее. У нас это все измеряется восьмерками, а еще ритм, он, получается, идет такой слоговой, что ли, правильно будет, да, наверное, слоговой назвать. То есть, когда ты произносишь слог, тогда у тебя и нота возникает. Поэтому ритм там может быть другой немного. Это называется квантитативный ритм, особенность самой древней музыки. Квантитативная музыка перестала вообще в мире сохраняться с VI века примерно. Вот очень древние персидские песни, они были квантитативными. Древнегреческая культура полностью квантитативная. То есть вот эта вот архаика, она была именно тогда. А потом уже вот цезурирование пошло, когда все в ритм, в квадрат, грубо говоря, установилось. А чувашская музыка в своей основе, не просто в основе, это, грубо говоря, наша традиция есть доминанта, абсолютная доминанта, это квантитативность. Вот в этом особая ценность, наверное, нашей традиционной музыки, и поэтому ее, даже если не можешь, но очень хочется изучать, потому что она крутая, блин. Слушай, с кем-то, я помню, разговаривала, и мы пришли тогда к такому выводу, что вот чувашская ритмика как будто бы напоминает топот копыт вот этого вот какого-то древнего, я не знаю, кочевнического полка или там чего-то такого. У тебя такого нет? Сейчас, подожди. Похоже на топот копыт. Ну вот даже не все вот эти чуваш-таши, когда они звучат, там же все начинают отбивать ногами постоянно. Нет, на топот копыт не похоже. Драматизация, Смотря под какой инструмент играешь, на самом деле. Если твой аккомпанирующий инструмент домбра, то офигеть, как на топот копыт похоже. Но а так нет. Мы же уже давно не кочевники, и этот вот момент, когда прям полностью там кочевнический топот, передача звуков природы, у нас это изменилось. Например, звук природы у нас передается другим способом. Грубо говоря, есть куча записей, где, например, исследователи древние, да, которые записывали там лет 150 назад, они поют свадебную песню вот так, музыка, мелодия идет цельная, но есть некоторые варианты. То есть это получается не многоголосие, не двуголосие, как у русских, например, или у мордвы, а именно одноголосие, но с гетерофонией. Это когда, получается, идет единая мелодия для всех, но она немного варьирует. То есть одна там наверх пойдет, другая вниз, и из-за этого возникает эффект
щебета. И то есть вот они пишут, например, что свадебная песня исполняется как щебетание ласточки. Да. Они не разбираются там в этих моментах, основную мелодию зафиксировали, но поется как щебетание ласточки. А этот эффект возникает из-за гетерофонности. То есть мелодия ровно идет, все как положено, но один туда, другой туда, другой туда, другой туда, и получается вот этот эффект щебета. Ну Мне вот. это так нравится, говорит, так нежно. Это вообще обалдеть как красиво. Есть некоторые записи многомикрофонные. Это получается, когда была одна экспедиция, человек пошел там, например, нашел 9 женщин, которые потрясающе поют. Каждый дал по диктофону, и каждый в свой диктофон поет. И общий звук, вот общее их звучание, оно именно как этот щебет и возникает. Это очень красиво звучит, это серьезно. Живая традиция еще местами, ну, очень красиво, реально. А можно где-то послушать это? В свободном доступе нет, точно. Ну, у меня есть пару записей таких. В общем, все просим наших бабушек и дедушек петь чувашские песни и вслушиваемся в их манеру исполнения. Ну, то есть, если одна, такой щебет не возникнет. Зовем соседних, так сказать, домов, если мы в деревнях. Соберем всех бабуль, устроим бабью туску. Конечно, это же потрясающе. Мне кажется, раньше было больше таких вечеринок, а сейчас Посиделок, да. все купили, не знаю, газонокосилки, тракторы, уже не нужно звать соседей, чтобы помогли тебе скосить огород, а потом вместе отмечать это. Ну, на самом деле, да, вот раньше, когда они вместе собирались, когда, ну, не так было популярно слушать музыку, вот эта вот традиция, она была живая, конечно. Даже я помню, что когда мы маленькие были, наши родственники, не такие уж и старые, им сейчас по 60, они приходили домой, например, и реально там играли на гармошке, пели песни вот именно традиционные. Гармошка была всегда. Ну, то есть в деревне у кого-то даже, не знаю, были гармонисты обязательно. Прям их звали, я помню. Гармонист, да, гармонист обязательно нужен был, но надо понимать, что гармония, она пришла на замену. Буквально в начале прошлого века. Инструмент исконно, понятно, не наш, но он хорошо передает наше звучание. Сейчас, конечно, мы чувашскую народную песню без гармошки уже представить можем с трудом, но если использовать традиционные инструменты, которые были популярны среди чувашей, вот кубас, само название гармошки, это перенесенное название скрипки. Скрипка была самой распространенной, и, соответственно... Скрипка, я правильно понимаю? Да, скрипка. То есть чуваши были скрипачами? В основном. Ого. То есть и скрипка академической формы, по большому счету, то есть квадратные скрипки, очень старинные, которые хамагубас называются, они встречались, но очень редко. А откуда? Их же они сами делали или где-то закупали? Сами, и, может, и закупали, но в основном сами, конечно. Название самого распространенного инструмента перенеслось, грубо говоря, на гармошку, которая была намного легче, намного проще, потому что на скрипке попробуй-ка сыграть, там тебе ни лада нет, музыку чисто на слух подбираешь, и притом, если он у тебя не очень хорошо развитый, то ты, соответственно, просто сыграть правильно не сможешь. И там и техника еще нужна правильная, верно? А гармошка там, все по ноткам, все понятно, ну, попроще. Хотя я на ней не умею играть. Но знаю, что инструмент несложный, если вот прям про это. А до скрипки это были гусли, шлемовидные, то есть вот щипковый инструмент. В училище как раз, в училище Федора Павлова есть студенты, которые на фольклорном отделении учатся, и у них инструмент специализации — это чувашские гусли. Играть они на них учатся, ну и звук потрясающий, конечно. По звучанию ближе к арфе, наверное. Звук реально волшебный, особенно когда играешь, ты как-то в этот транс входишь, хотя это с любым инструментом так, наверное, ну и просто думаешь, боже, как красиво может звучать звук. А еще что, волынки были, да? Волынки, да. Волынки тоже очень крутые. Я как-то учился играть на сарнае, но это волынка, как волынка в понимании. Есть пузырь, есть волынка. Это надо тоже понимать. Пузырь — это получается просто вот пузырь. У него есть 2 мелодические трубки, на которых можно играть двуголосие. Ну, инструмент сложный, конечно, на нем не просто играть. Он был распространен среди верховых чувашей, по большому счету. А есть еще волынка сарнай. Там мелодическая трубка одна, но есть бурдон такой, который держит там квинту или кварту. Я вот играл на сарнае, помню, и во время игры случилось неописуемое, наверное, что-то. У меня создалось ощущение, что вот мои легкие, они перенеслись в эту волынку, что ли. Вот это вот течение воздуха, когда волынка становится как твой орган, и ты просто уже не контролируешь ни вот свои легкие, ни волынку. Просто это все настолько связывается единым потоком воздуха, что невольно в транс уходишь. Ну, просто вот такие инструменты. Но там еще и звук такой весьма специфический. Сначала неприятный, а потом он становится таким родным, просто будоражит тебя всего, и ты остановиться уже не можешь. И музыка выходит из тебя. Да, она буквально из тебя выходит. Ты представляешь, вот это вот течение воздуха, там же звук там возникает. Антагала, ей-бог. Класс. А скажи, у тебя есть любимая песня?
Песня любимая? Да. Чувашская народная? Да. Нет, любимые нет. Я так не могу сказать, потому что, во-первых, чувашские народные песни сами по себе, они очень разнообразны, и из-за того, что они бессюжетные, ты в любой песне можешь найти текст, который тебя зацепит. То есть бессюжетная песня, что это значит? Есть множество куплетов, например, если это старая запись, до 30 куплетов идет. Они не связаны между собой. Каждые 4 строчки – это, как один стих Омара Хайяма, грубо говоря. Это вот такая же афористическая поэзия с строгой традицией, то есть какая-то очень важная мысль закладывается в этих 4 строчках. Вот эти чувашские станцы, да? Их называют Шавра-Юра. Да, это, грубо говоря, остаток афористической поэзии. Но это очень, очень сложная поэзия, на самом деле. Она безумно абстрактная, безумно образная. Там нет прямого такого текста, чтобы прям сказать, вот так это, вот так вот. Нет, там все закручено, наворочено, это потрясающе. Их же, по-моему, миксуют, да? Кто как хочет, так их соединяет. Да. Нет какого-то определенного распорядка, расположения, потому что они в любом случае несут свой смысл, где бы ты их ни расположил. То есть, что вспомнишь, то и поешь, а смысл именно в этих 4 строчках. Может, какие-то прочитаешь? Можешь погуглить. Нет, ты что, зачем мне гуглить? Саделюри врагам мле остыщаврнажи, сирембе перепуранма мле турри жирнажи. То есть, вроде бы все такое сравнение простое, да, ножки стола, они круглые, какой мастер их закруглил? То, чтобы мы жили вместе с вами, какой из богов нам приписал? Вот так вот. Интересный текст. Очень глубоко, мне кажется, правда. Восточная мудрость. Вообще непонятно. То есть все понятно, но... философски. Философски, да. А там, когда дело касается прям каких-нибудь растительных моментов или растительных сюжетов, когда уже все относится к растениям, и потом это все идет в нашу жизнь, и ты просто пытаешься эту параллель уловить, но для этого, видимо, надо очень сильно в обряде вырасти, в обрядовой мифологической картине мира, чтобы понять. Например, есть тексты «Плача невесты». Это моя дипломная работа, поэтому, в общем, люблю эту тему. В «Плачах невесты» бывают тексты, которые просто непонятны. Вот я сейчас тебе, например, по памяти расскажу. «Ах, батюшка, ах, матушка, будьте здоровы и просто будьте. Пойдите в темный лес, найдите круглое озеро. Посреди круглого озера поставьте золотой забор. За золотым забором поставьте серебряный столб. На серебряный столб поставьте тарелку с молоком. И если мне предначертано добро, то пускай прилетит ласточка и отведает это молоко. Если мне приписано зло, то пускай прилетит ворон и отведает это молоко». Тебе понятно, зачем это все перечисляется? Какой-то лес, круглое озеро. Она хочет знать, за того ли она идет замуж. Но я понимаю это так, что вот как бы вы меня, скорее всего, сосватали, и вот она не может сказать «нет» родителям, что как бы зачем, я же его не знаю, вдруг. И вот она сомневается, переживает, получится ли у нее. Она же понимает, что родители, наверное, хороший выбор сделали, они желают ей счастья, чтобы у нее все было хорошо. Но вдруг как бы с этим мужем не задастся. И она им так вот как бы ненавязчиво намекает: а вы уверены в своем выборе? Точно ли вы такого мне мужа хорошего подобрали? То есть, это я так понимаю. Интересно. Мне кажется, ты пошла по пути последних строчек, типа, если мне предначертано добро, пусть ласточка, если зло, то пусть прилетит ворон. Нет, если девушка хочет сказать своим родителям в «Плаче невесты», точно ли вы за того меня сосватали, она говорит: ах, батюшка, ах, матушка, какого хрена вы меня продаете? Вы хотите на эти деньги купить себе амбар, покрыть его зеленой крышей, и чтобы на эту крышу прилетело пару голубей? То есть этот текст, он есть. Без хрена, конечно, но запикаешь потом. Есть прям? Они говорят, если там, например, не подмести снег, который на крыше зимой, то вы думаете, что летом он не сойдет, что ли? Если вы меня в этом году замуж не выдадите, то думаете, что я никогда не пойду, что ли? Вот, что-то подобное. Или, например... Какую-то дерзкость претензий получается. Да, в «Плачах невесты» это есть. Это единственный жанр, где девушка вообще имеет право петь одна, и во-вторых, это единственный жанр, где девушка может выразить свои настоящие чувства. А вот тот текст, который я перечислил, он на самом деле несет в себе не просто глубокий смысл, это основа всей философии чувашского народа. Черный лес, круглое озеро, вот этот золотой забор, серебряный столб и тарелочка с молоком, и даже ласточка с вороном – это все представление о мифологичности, мифологические представления мира. Грубо говоря, картина мира чувашского народа, которая лежит в основе вообще всего фольклора. Это вот эта татушка, видишь? Вижу. Это вот и есть. То самое перечисление. Татуировки на своих запястьях сейчас.
Нет, это предплечье. И вот, то есть есть представления определенные о модели мира, о вертикальной оси, и девушка как раз начинает в своем тексте перечислять эту вертикальную модель мира. То есть здесь претензий к родителям нет. Ласточка у нас любимая птица бога, Тура, да, а Щаган, ворон, это получается, ее еще называют Эсрель-Чихи, то есть курица духа смерти, вот так вот его называют. Это уже представление дьявола, то есть если не предначертано добро, то пусть выпьет оттуда бог, а если не предначертано зло, то пускай Житан оттуда выпьет, ну и даст понять, что меня ждет, да, грубо говоря. А вот эти вот серебряный столб, это прообраз древа жизни, золотой забор, это остров, который находится посреди океана, ну, грубо говоря, первый клочок суши вообще, который есть. Тарелка с молоком, это молочное озеро, где созревают души и прочее. То есть это очень-очень старинный пласт, который нам уже современным чувашам непонятен, если ты этим не занимаешься. Но древние люди этот текст не просто считывали, он был нормой для них. Они бы сами так и сказали бы, потому что они эту картину мира представляют для себя не так, как мы вот в картинке, в графике, да, они представляют это как истина. То есть вот поэтому и песни такие же. И вот вся эта афористическая поэзия, она тоже, соответственно, основывалась на этом. Когда идет описание вот этой мифологической картины мира, понятно, там возникает куча образов, это же все фантазия, полет фантазии, да, определенный. Из реально обрядового момента, буквально религиозного момента, оно перешло уже на бытовой уровень, и там переоформилась восточно-афористическую поэзию, классическую форму, ну, почти классическую, то есть 4 строчки, да, афоризм, буквально все можно на афоризм разобрать, потому что каждый куплет в себе что-то такое несет, очень глубокое и важное, поэтому чувашские народные песни для меня это не просто песни. Например, есть у нас и сюжетная поэзия, это вот поздний фольклор, песни про любовь там и все такое, это позднее, это уже под влиянием или из-за соседства с другими народами к нам пришло, а вот своя исконная, хоть молодежная, хоть возрастная, хоть детская, она вся на этих афоризмах и построена. Получается, дети с малых лет это считывали, потому что они сами также поют, и это все передается. Не было наверное, книжек, и так обучали видению мира. Хочется пошутить, что если бы у древних чуваш был ВКонтакте, это были бы их статусы. Еще какие? Потому что это просто мут по жизни, на самом деле, берешь какую-нибудь древнюю песню, и каждый куплет из нее это буквально твой настрой на целый день или твой настрой на несколько недель, потому что там все это передается. Я придумала телеграм-канал еще один для чувашской сетки. Нужно просто каждый день писать статус оттуда по строчке. Да, это будет прикольно. Я бы даже подписался. Кстати, про Телеграм и вообще соцсети, раз уж мы заговорили, LTR сейчас делает такой большой проект на Дзене и выкладывает статьи про чувашский мир. Можешь рассказать, как тебе пришла эта идея, какие источники ты используешь и вообще как ты это все классифицируешь? Это не новое на самом деле. В свое время, когда я начал заниматься фольклором углубленно, я со своей научной руководительницей, единственным вообще профессиональным фольклористом, филологом на данный момент в Чувашии, кандидат филологических наук, доцент Галина Геннадьевна Ильина, мы решили сделать передачу про фольклор. Просто было представление всегда, что чувашский фольклор — это песни, пляски, бла-бла-бла, вышивка, да, там костюмчик и так далее. А вот философию в этом никто не искал. Почему мы так делаем? Почему мы так думаем, почему мы до сих пор верим в какие-то вещи просто безоговорочно. Например, почему мы до сих пор после полуночи там в баню не идем или что-нибудь еще. Даже сами не понимаем. Или там веники 77 трав, ну или 7 хотя бы делаем на щимик. Мы это все делаем, но не понимаем зачем. Потому что так делали. Таких вопросов стало слишком много, и я начал их задавать Галине Геннадьевне. И вот в этот момент я просто открыл для себя мир удивительного чувашского фольклора, и мы в течение 4 лет на чувашском языке начали делать передачи. Мы назвали их «Иткер», там рассматривали вот всю эту мифологическую картину мира, мифических персонажей, животных, буквально все, что у нас есть в фольклоре, все записи, которые собраны, начиная там с 1800-х годов, да, мы их все просматривали и так далее. Исходя из этого, вот всю чувашскую мифологию мы постарались передать в аудиоэнциклопедии на чувашском языке. Когда на Дзене, например, мне там кто-то пишет, типа, ой, это все твои додумки. На самом деле не додумки, это все основано на источниках. Понятно. А что было за источники? Вот это и книги различные, это, собственно, этнографические записи. Вот они все в гуманитарном институте хранятся, или в других фондах, или в книгах, которые уже выпущены. То есть все опирается на них. Там ничего мы не придумываем просто потому, что мы исходим уже из того, что записано. Без анализа какого-либо. Мы просто передаем, что мы там вычитываем. Понятно, все эти источники мы просто в радиопередаче указывать не стали, но на самом деле в дипломных работах и так далее этой передачей пользоваться можно как источник.
источникам. Я, собственно, и сам неоднократно это делал, когда диплом сдавал на бакалавр и на магистратуру. Это, прежде всего, исследование самой Галины Геннадьевны, и потом это реальные записи. Передача была на чувашском языке. А чуваши в очень большом количестве не говорят на чувашском. Вот еще тогда, когда мы начали делать эту передачу на чувашском, не хотелось сразу продублировать ее на русском, чтобы, даже если не язык, то хотя бы представления у чувашей были, которые не владеют родным языком. Это же, не по их вине происходит, верно? Там выросли в городе, родители не захотели обучать и так далее. Переехали. И вот если человек увидит для себя, что он все еще чуваш, потому что он так же живет, как и все другие чуваши, да, это же уже способствует самоидентификации. А самоидентификация — это первый шаг уже к обретению языка, собственно. Если у тебя с идентификацией все в порядке, то для тебя будет естественной потребностью получить свой язык, потому что он же открывает путь ко всему этому. То, что для тебя было на самом деле в свободном доступе, если бы ты владел языком, тебе сейчас приходится получать большим трудом. А это все перед тобой. Ты просто взять это не можешь, потому что своим языком не владеешь. Хочется сейчас привести пример, прости, что перебила. Вот я буквально до нашей записи показывала Эльтияру картину про Скивити, где у него была такая изображена обнаженная чувашечка, и на коленях у нее были глаза. Я говорю: Эльтияр, смотри, так интересно, почему он тут рисует глаза. И Эльтияр сразу мне название такой бац. Чургущи. Да, все понятно, да? А теперь объясни нашим русскоязычным слушателям. Чер — это колено, а кущ — это глаз. Грубо говоря, глаз, колено, все нормально, да? Вот здесь чашечка, она же как этот глаз, чашечка-то. То есть ты это придумал сам, это не называется так колено? Чергущи так и называется. Это название колено. Представляете, я не знала. Я про это говорю. То есть у нас есть огромное количество культуры, фольклора, которая просто сокрыто от половины нашего народа, просто потому что оно не переведено на русский. А тут, получается, у нас есть целая готовая серия передач, которые об этом рассказывают, но доступа к ним все равно нет. Хотя передачи в свободном доступе в интернете есть на чувашском языке, то есть найти и прочитать их легко, послушать. Просто здесь у меня, например, тоже есть там скепсис, вот как раз-таки, да, а почему я должна в это верить? Насколько это достоверно? Как и у твоих комментаторов. Потому что там, условно, нет эталонной книги древности, где бы все было зафиксировано. Есть. Есть? Да, мифы, легенды, предания чуваш называется. Эта книга желтая, она выпущена. Там каждый миф указан, где он записан, в каком году, кем, от кого, где хранится и так далее. Где гарантия, что там какой-нибудь этот, условно, там, пожилой человек не придумал, эту историю не рассказал? Тогда сейчас давай... просто как такой критик. Это не потому, что я хочу не поверить. Просто я, наверное, так сейчас позицию какого-нибудь человека, который скептически настроен. Понимаю, о чем ты говоришь, но в таком случае нам вообще любой фольклор воспринимать всерьез не приходится, потому что он весь кем-то придуман. Любая традиция способствовала тому, что наша общность стала такой, хотя мы могли бы быть как татары, как марийцы, как мордва, но мы стали такими, потому что кто-то из наших там проявил больше фантазии или что-то еще, да. Придумал что-то интересное. Все же от этого исходит, это же все сотворено человеком, с мифами также. Да, просто, например, сейчас я читаю книжку Миши Юхма, «Древние чуваши», и там прям столько разных интересных имен, каких-то героев, богатырей, полководцев, а я вообще ничего ни о ком из них не знаю. И я читаю и думаю: ого, серьезно? Это он? Откуда? Юхма Миша очень хороший писатель, это правда. Интересно читать его художественные произведения, мне тоже нравится. И про героев наших тоже. Все-таки нереальный герой. На самом деле он очень много делает для чувашского народа, но там такой момент. Все эти герои, они зафиксированы в фольклорных источниках. То есть мы в прямом смысле не имеем никакой доказательной базы, что это придумано не им. Здесь такой вопрос у нас возникает. То есть первое сомнение в достоверности трудов у меня возникло, когда он сказал, что, оказывается, чуваши раньше бога называли Тангар, и это был вариант названия Тенгри. Таргариен? И потом я написал статьи про Бога, какой-то человек начал мне писать, на самом деле Тенгри — это Тангар в чувашском, потому что у нас ослади, Тангар додать. Я такой: чё? То есть эта версия еще жива среди кого-то? Для меня это было дикостью, потому что фонетический вариант Тенгри для чувашского языка — это Тура, то есть очевидно, да, буквально там фонетические законы легко передают это все. Татары называют Бога Танре, например, или Аллах. Танре — это, собственно, тюркское. И вот этот Танре в чувашском имело бы форму Тура, то есть просто, чё, это же все на поверхности, алло. Нет, Тангар, оказывается. Я такой: вау. Я за это и люблю разбираться во всяких чувашских мифах и легендах, потому что всегда какие-то есть интересные дискуссионные
моменты. Вообще фольклор сам по себе очень дискуссионный. Тут важно понимать, что фольклор, он сам по себе бывает очень многовариативным. То есть человек, например, с Оренбургской области и человек с Чебоксарского района вряд ли тебе расскажут один и тот же миф. Логично, да? Это если вот зафиксировано в книге, мы можем говорить, да, вот у древних греков было так. На самом деле у древних греков было вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Просто до нас дошло только вот это. Просто пришел Кун, написал книжку эталонную. Да, вот и все. Читаем. Вот и все на самом деле. С одной деревни записывается одна и та же песня, каждый человек поет ее по-разному. Она не бывает одинаковой, даже в одной деревне. Как мы можем говорить об одинаковости у целого народа? А насчет этих статей, вот в какой-то момент я решил, что эти передачи, они не должны просто лежать. Мне просто захотелось, чтобы все чуваши имели доступ, по крайней мере, к тому, что они могут получить. Ищите канал, он называется в Дзене. Как там было? Ильдиарс радио. Да. Подписывайтесь, читайте. Сейчас там, по-моему, идет цикл про травы. Он уже закончился, сейчас про животных. Вау, видите, тут даже еще есть сменяемость тем, поэтому следите. Все по блокам, как положено. Не хочешь потом книжку, может быть, выпустить? С книгой, как с Дзеном, уже не получится. Мне буквально каждый миф придется указывать, потому что в таком случае только книга будет достоверной. А я возню не люблю. Наверное, человек творчества. По большому счету, да, мне творчество больше нравится. Кстати, о творчестве. Вот буквально 2-3 месяца назад, да, ты выпустила свою первую песню? Да, 2 месяца. Эх, чух. Эх, чух. Эх, чух, да. А можешь рассказать? Мы как-то сидели с другом, такие, давай по приколу песню чувашскую сделаем, обалденную. Я такой, давай сделаем. Мы нашли ноты прикольной песни, которая мне и так нравилась. Это как раз их чух, и мы начали ее делать. Я такой говорю, давай найдем чувашское звучание. Он татарин, мы вместе учимся. Говорит, а что там должно быть, по-твоему? Я говорю, мне кажется, нужно использовать волынку. Или там нужно использовать гусли. Пытались по-разному. Мы очень много экспериментировали с аранжировкой, искали звучание, и в какой-то момент вот остановились на волынке, на духовых немножечко, и взяли скрипку. Потому что скрипка, как кубы, самый распространенный инструмент, волынка, они идеально сочетаются друг с другом. Потом добавили немножечко барабаны, хотели просто чувашские взять, но нам не совсем понравилось, как это в общем звучало, поэтому мы решили пойти немного дальше, более древние времена, и взяли восточные барабаны. И из-за этого получилась очень чувашская по звучанию песня, с немного восточными ритмами, но это все равно нам не чуждо. Но волынка, она была просто чудесно создана. Вообще таких, как бы это сказать-то правильно, плагинов для чувашской волынки их просто не существует. То есть ты можешь либо наиграть мелодию, либо можешь взять какой-нибудь кусочек, где эта волынка наиграна. Мы нашли видео, где на этой волынке чувашской играют. Резил вырезал оттуда ноту, из этой ноты он сделал мелодию. То есть аранжировщиком выступил Резил, мы потом все это записали, и получилась вот такая вот песня. Я честно... Из одной ноты. Волынка. Вот партия волынки, она из одной ноты, да, из одного звука, из этого волыночного. Он просто сделал вот так вот. И получилось, очень клево. Мне правда безумно нравится песня, именно из-за аранжировки прежде всего, потому что Резил сделал то, что не делают наши аранжировщики. Он нашел чувашское звучание. Песня же не звучит фольклорная, она звучит, то есть есть в ней вот чувашский колорит, он явно в ней прослеживается, то есть потому что цель была в этом, но она звучит современно. Современная чувашская музыка, она вообще-то может звучать потрясающе, используя наши традиционные инструменты в том числе. Немного грустно, что чувашское звучание нашел татарин. Слушайте, он такой наш Слава Мерлоу получился. Нужно было в конце сделать Резил Эсминтура. Сейчас мы работаем над еще несколькими песнями, хотим как раз... Альбом будет? Я не скажу, что это будет альбом, потому что они разножанровые, но на самом деле мы попробуем показать, что можно работать еще и с квантитативностью. То есть не обязательно нам все наши песни народные при записывании оставлять в квадратной форме. Мне кажется, если ритм квантитативный у нас существует, значит, его можно и в записи сделать. Вот мы сейчас над этим работаем. Пытаемся найти тот самый ритм, который позволит нам эту квантитативность передать. Будем ждать новых релизов. Прям с нетерпением. Я тоже жду. Вообще, мы уже столько дней над этим сидим, и у нас получается, искать чувашское звучание непросто, потому что, к моему удивлению, к удивлению вот моего друга, мы буквально первопроходцы в этом плане сейчас, потому что в эстраде почему-то этим не занимались. Просто кажется, шли 90-е по легкому такое пути. время фонограмм, да, когда все просто как-то вот что-то такое похожее включали, и все. Не знаю, с чем это связано, потому что если смотреть, например, ту же музыку 70-х, 80-х годов чувашскую, она потрясающая. Я серьезно, каждую заслушиваюсь иногда, по нескольку раз кручу и не понимаю, как вот это прекрасно могло вылиться в то, что мы сейчас имеем. Мне немного грустно, потому что это явный упадок.
Вот то, что было, оно лучше, чем вот то, что есть. И я не хочу говорить, как старый человек, что раньше было лучше, но это буквально по факту. Ну, наверное, было какое-то упрощение. Ну, даже сейчас мы не поем. Ну, то есть вот мы встретимся, мы будем сидеть и... Ну, может быть, вы будете, но я как бы с своими друзьями точно не пою. Окей, если это в народе так, но когда дело касается профессиональных музыкантов, которые этим занимаются, я не понимаю. Потому что для музыканта, как для человека творческого, важен поиск. Ну, это естественная потребность, когда ты что-то творишь. Тебе хочется сделать что-то прекрасное, что-то красивое, что-то цепляющее, и то, что тебя будет, выделять. Для нормального музыканта это просто тупо не свойственно. Музыкант всегда растет, он не хочет скатываться. В этом же смысл. Зачем тогда петь, если ты не растешь? Ну, как будто сейчас, мне кажется, кто-то к этому возвращается. Вот там Тарай очень ищет чувашское звучание. Да, Тарай ищет звучание. Я не знаю, Дива на Future Sound, как они по звучанию, но как будто бы тоже что-то такое у них интересное. Дива, они сохраняют аутентику и просто усиливают ее. Вера Кожеманова Шину сохраняет аутентику, но делает ее совсем иначе. Ну, то есть в джазе это... кстати, в этом плане очень круто, что в джазе она это делает. Грубо говоря, наша квантитативность очень хорошо сочетается с переменными ритмами джаза, поэтому сочетание прям удачное. А Тарай, он просто использует пентатонику, это традиционные лады, и он показывает, что традиционный лад, он не является какой-то рамкой, наоборот, очень круто, потому что пентатоника сама по себе потрясающе звучит, очень цельно, умело использует сильные стороны пентатоники, сочетая различные виды между собой, и поэтому его песни, они просто бомбические. Надеемся, что будет таких, может быть, поисков больше сейчас. Ну да, хотелось бы. Хотя мне, например, как слушателю очень нравится, что такое есть сейчас многообразие разных жанров с чувашскими текстами, что есть этот вот этно-поп один в Оленьем парке, который прям такой чувашский, СБПЧ их называют, ты их включаешь просто покайфовать, потанцевать, поскандировать там «Пурна Шивер», ну, то есть вот отвлечься без какой-то там мысли. Есть вот джаз, есть там «Вы стараем», да, такие как бы более сложные по мелодике, где хочется вслушиваться не только в слова, но и в инструменты. У меня не так сложно, как у Тарая. То есть то, что мы делаем, это больше в сторону поп все-таки идет с этническим колоритом. А у Тарая это прям уже и инди некоторые, у него музыка сложнее намного. Есть там чувашский рок. То есть прям это круто, что чувашские тексты есть там в современных жанрах музыки, и мне это тоже очень нравится. И так и должно быть. Мне кажется, для любого народа очень важно идти в ногу со временем. Свое традиционное, потрясающее, оно должно быть. То есть это основа, на которой мы можем построить новую культуру, которая нам нужна в этом новом мире. То есть все наши народы, они же по численности сокращаются не из-за того, что нас тут там ассимилируют или что-то еще. Это потому, что мы в ногу со временем идти не успеваем. Грубо говоря, вот этот момент нас останавливает. Если мы будем идти в ногу со временем, там, основываясь на свои какие-то ценности, на свою культуру, мы прекрасно войдем в новый мир и станем его неотъемлемой частью. Надо к этому стремиться, мне кажется. Проявлять себя в различных жанрах, пробовать, исследовать. Вдруг это не подходит тебе, вдруг это твоему языку не подходит. Хотя, мне кажется, искусство, оно прежде всего вне языка, да? И поэтому любое проявление искусства, любое проявление культуры, мне кажется, можно перенести в рамки своего народа и своего этноса. И в этом плане мы просто имеем мир безграничных возможностей, просто этим не пользуемся. Проложили тропинку дурацкой чувашской музыки, да, и идем, просто не сворачиваем. А почему, непонятно. Я даже слышала, что как будто есть какая-то проблема там с аранжировщиками в Чебоксарах. Нет никакой проблемы с аранжировщиками в 21 веке. Если тебе не нравятся аранжировщики в Чебоксарах, ищи их в интернете. Даже какой-нибудь школьник, он сделает тебе аранжировку лучше, чем вот те, которым ты здесь 10 тысяч заплатишь. Просто потому, что вот ему это нравится. Это не только чувашских касается, это всех касается. Нет, вообще всех, конечно, да. То есть вот когда все идет под шаблон уже, и просто начинается Ctrl-C, Ctrl-V, они берут, например, там музыку какого-нибудь известного исполнителя, пишут ему второй голос, из этого второго голоса создают новую песню. Да вы что, серьезно? Настолько деградировал ваш талант, что ли? Я видела видео с твоего выступления, по-моему, это была такая премьера Эйчух, да, где-то в Татарстане на конкурсе красоты, если я правильно помню. Ага. Чувашская красавица Татарстана, да. Да, и ты там еще как-то сопровождал танцем свою песню. Это какой-то символический танец, или ты просто душа танцевала? Нет, не символический, просто это традиционный танец, называется восьмерка, да, сакарла. Это когда очень мелкие дроби, и так получилось, что песня Ихчух, она буквально подходит под очень
очень много вариантов дробей. Этот танец, он получается очень клево вписывается. Из-за скорости еще это все очень резко делается, и выглядит это весьма, эффектно. Хотя танец простой на самом деле. У меня вопрос, где учить эти танцы? Где? Как? Это уже сложный вопрос, потому что у нас чувашским танцем, вообще как таковым, именно фольклорным танцем, не учат. Обучают им только в Чебоксарском музыкальном училище имени Федора Павлова, и вот Зинаида Алексеевна Козлова обучала в ЧГПУ. Это именно фольклорный танец. А вот то, что мы видим, например, сейчас, что выдают нам за чувашский танец, мне немного иногда бывает обидно. Их чувашский танец, он не похож на чувашский. Я вот как человек, танцующий фольклорные танцы, вообще ничего родного в них не вижу, потому что это выглядит как некоторая адаптация какого-либо другого народного танца под свой народ. Именно своего колорита я в них не вижу. За исключением костюма какого-нибудь супер стилизованного. А то, что чувашские танцы, у них своя красота, вот это не показывается. И мне за это реально обидно, потому что иногда видишь, вот все красиво, и костюм красиво сшит, и начинается какая-то скачка дикая, типа, вау, безумное веселье. Не было этого у нас в культуре. Зачем это выдавать за наши, показывать по всему миру, что это наши танцы? Потому что наш фольклорный танец, он не такой, например. Просто, мне кажется, непонятно, какой он. Тоже, что каноническое, где искать канон? Сейчас, на самом деле, канон сложно увидеть, потому что его танцуют буквально 2 ансамбля. Я не уверен насчет второго. Был ансамбль Юрай Чиджекидзе, то есть, когда Зинаида Алексеевна Козлова его вела, они танцевали фольклорный танец, как положено. И ансамбль Яндал Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова. Там, ансамбль Яндал, это буквально хранилище всех этих народных хореографических традиций, потому что все остальное, оно использует элементы, вращения и так далее. Дроби чувашские используют редко. Прям настоящие чувашские дроби. И для меня это прям странно. А что значит чувашские дроби? Они разные. Каждая этнографическая группа использует свои дроби, у каждой этнографической группы они выглядят по-особенному. Но это связка движений, это какие-то... Это связка движений, это позиции ног, позиции рук, и вообще сама мелодия этих дробей. То есть дробь, это же не просто ногой побить об землю. То есть у тебя идет музыка, инструментальная, ты своими ногами отбиваешь еще другой ритм, который эту музыку обогащает. Танец — это не просто подвигаться в данном случае, это как музыкальный инструмент выступает. Твой шаг, он такая же мелодическая линия. Это и ритм, и звук, и все это просто все обогащает. И в этом смысл всей чувашской традиционной пляски. То есть, когда девушка двигается своими монетами, это тоже обогащает, какой-то мелодический звон дает. Потом топот каблуков, он дает мелодию. И все это вкупе получается чувашский танец. А из всего этого мы видим пластиковые монетки, которые не звенят, каблуки, которые слишком громко звучат. И этот звук, он притом и не чувашский оказывается в итоге-то. Потому что дроби-то не чувашские танцуют. Слушай, мне кажется, раньше этот звук был слышнее, потому что ты это своим селом делал, а ты, когда на сцене танцуешь, не будет слышно монет, просто эта фонограмма херачит, и все. Окей, про монетки-то понятно, но каблуки, это все нормально. То есть мы же видим степ, ирландские, пожалуйста, набейся на бойки крутые и делай чувашские дроби. Это звучит реально круто. Мы когда в училище танцевали с ребятами, мы иногда делали так, что в каблукам просто прибивали гвозди, чтобы это звучало лучше. То есть прибиваешь гвоздь, заворачиваешь его, чтобы он не царапал пол, но при этом звук он дает, и это звучит клево. Слушайте, я очень хочу теперь мастер-классы открытые по чувашским танцам. Надо написать письмо в музыкальное училище. Может быть, они будут делать такие прикольные танцевальные вечера. Почему нет? Это же я бы регистрировалась, даже сходила бы за деньги училась. Кстати, если хочется прям сильно-сильно поучить какие-нибудь элементарные дроби чувашские, по этнографическим традициям, можно посмотреть в аккаунте Чуваш ТВ у Кости Доброхотова. У него там как раз мы в свое время выпустили 3 маленьких мастер-класса по 6-7 минут по традиционному танцу чуваши низовых, по традиционному танцу чуваши среднезовых и чуваши верховых. То есть это сделали когда-то давно, но это было года 4, может 3 назад, уже точно не помню. Почему мне это интересно? Потому что я была сейчас на Катуе, в День Республики на заливе, и душа требовала танца, мы все танцевали, но я просто даже не понимала, как двигаться, кроме того, чтобы топать ногами. Я хотела, чтобы это было красиво, чтобы это было эффектно. Чувашский женский танец, он сам по себе очень нежный. Нежный, милый, но он непростой. Там надо прям очень мелко-мелко-мелко ходить, притом вся твоя верхняя часть тела, она не двигается, только ножки перебирают. И в это время ты должна еще уметь красиво вращаться, держать правильно голову. Ой, как будет мне сложно. Ручками аккуратно двигать и все такое. Но как научишься, это будет очень просто. Ты как будто на колесиках будешь кататься, и выглядит это потрясающе. То есть, особенно если в сочетании с мужским танцем. Все эти вращения, это очень красиво. Будем искать видео и учиться танцевать.
ты еще работаешь на радио и даже, по-моему, на телевидении. У тебя есть особенно интересная такая литературная передача, наверное, о ней хотелось бы поподробнее. Я боюсь произнести неправильно, поэтому я так не называю ее, чтобы меня не забросали камнями. Она называется Шонкарщеми. Шингращеми, да. Вот, да, почти справилась. Шингращеми. Я не знаю, как перевести название передачи на русский язык. Похож на какой-то звук. Шингар — это звукоподражание. То есть вот в чувашском языке у нас есть часть речи, которая называется словами звукоподражаниями. Это звук журчания реки. Шингар, да? А щеми — это мелодия. То есть мелодия звучащей речки, видимо, как-то вот так вот. Ну, не знаю, хотя про речку там речь не идет, просто она журчащая мелодия, может, не знаю. Вообще, передача, на самом деле, стала одной из моих самых любимых за все время моей работы на радио, это 6 лет. Родилась она тоже очень случайно. В какой-то момент мне просто захотелось писать. Там чувства переполняют, любовь, да, вот это весна и все такое, куча стихов приходит. А я начал работать музыкальным редактором на национальном радио Чувашии, просто вот занялся песней чувашской. И в какой-то момент я понял, что нам немножечко не хватает чистой аутентики, чистого фольклора, прям как положено, да, и не хватает академической музыки. И альтернативной, которой у нас, к сожалению, очень мало до сих пор. Мы начали искать варианты, как мы можем это сделать. Просто пускать по 20 минут, какой-нибудь час, да, вот там, пускай будет вот рок чувашский, там сейчас пойдет, или пускай там джаз чувашский пойдет, или пускай там фольклорный час мы сделаем, да, в начале часа какая-нибудь песня фольклорная. Это все прикольно, но как-то по отдельности это все равно не так звучит. А если оформить это в какую-нибудь цепочку песен этих, то есть изначальная цель была именно в песнях, чтобы было больше песен. Мы начали придумывать варианты. И у меня был стих, написанный про хороводы в свое время, потому что у нас была программа госэкзамена, чувашский традиционный хоровод «Низовых Чувашей», и моменты из этого хоровода, они были очень важны для меня лично в душевных переживаниях своих. Я решил показать хороводные песни чувашского народа, акапельные, которые исполняются несколькими голосами, через этот стих. То есть я взял этот стих, раздробил его на несколько кусочков и вставил между ними песенки. Просто объясняю, откуда и где эта песня записана. Результат мне понравился. Я такой думаю, может, с альтернативной музыкой такое попробовать, но уже не этническую тематику затрагиваешь, а просто какую-нибудь романтическую штучку, или там переживание о каком-нибудь расставании, или переживание о неудавшейся любви и так далее, и так далее. Я на самом деле не ожидал, что это будет так затягивающе и так зайдет людям. Я начал эти передачи в какой-то мере выкладывать ВКонтакте. Там вообще было все очень сложно с активностью, особенно от молодого поколения. А вдруг это все начало залетать. Ну, не просто залетать, я такой смотрю, там 10 тысяч просмотров, 15 тысяч, я такой, чего? Это же стих на чувашском языке, да? Притом стихи у меня не стандартной формы идут, а это свободный стих полностью, выглядит вообще как массив огромный, и выглядит это как проза, а не как стих совсем. Просто там, если при правильной постановке ударения по литературной норме чувашского языка будешь читать, да, сохраняя все необходимые формы произношения, это будет читаться как стих, ритмически. Это начало заходить людям. Потом фольклорная тематика у меня зашла немного далеко. То есть, если я раньше через фольклорную тематику просто выражал какие-то чувства, то я в какой-то момент мысль пришла к тому, что я могу просто рассказывать обряды через это. Или, например, объяснять какие-то элементарные моменты через это. Объяснять, например, вышивку такими стихами. Обогащать все песнями. Или, например, рассказывать про праздник Агадуй, который для нас это просто сейчас там тусовка на заливе, да, а на самом деле смысл этого праздника донести через стихи и через песни, которые там исполнялись, это выглядело совсем по-другому. И как-то вот фольклорная тема в этом плане, она раскрылась совсем с другой стороны, потому что ты как бы рассказываешь какой-нибудь элемент из фольклора, там про посиделки, про хороводы или, например, про гостевание, но это все получается по-другому. Про гостевание я рассказал вообще необычным способом. Был момент, когда я подсел на словарь Ашмарина. Я ночами сидел на радио, просто до 6 утра иногда после работы, и потом просто ехал к себе домой, там поспал часа 3, проснулся и снова пошел читать словарь. Вот так вот это было. Ого. Просто затянуло дико. А словарь Ашмарина, он отличается тем, что он еще и диалектизмы. Охренеть, как много собрал. И в этом плане там было очень много записей с территории проживания верховых чувашей. Я просто смотрел слова там какие-то вообще непонятные, но при этом чувашские определенно. То есть вот эта часть мне понятна, вот эта часть мне понятна, но как это вместе дает вот этот смысл, непонятно.
начал в это погружаться, и вдруг этот мир прекрасного верхового чувашского диалекта для меня раскрылся. Такой, боже, это же потрясающий диалект. Почему он так обделен? Это так несправедливо. Давай-ка я возьму и напишу текст на диалекте верховых чувашей. И написал, опираясь на малокарачкинский говор, получается. Ну, частично маргаушский, частично на аликовский. Там отовсюду по чуть-чуть. Ну, такая химера получилась жесткая, верхово-чувашская. Но как мог бы выглядеть чувашский язык при других условиях, да, если бы за основу взяли верховой чувашский диалект? Прикольно получилось. Мне это так понравилось. Потом был еще один эксперимент, когда я просто взял слова из словаря Ашмарина, которые мы уже не используем в нашей речи, все на букву «К», и, исходя из этого, написал текст. Абсолютно непонятный для любого носителя чувашского языка современного. Но если в словарь посмотришь, все становится понятно. И этот эксперимент, он тоже был такой странный. Ты просто читаешь текст и сам еще не до конца понимаешь, но понимаешь, о чем ты там писал, да? Потом в словаре смотришь, и понятно. И такой, обалдеть. То есть мы можем создавать просто обалденное количество экспериментальных вещей на своем родном языке, используя только те возможности, которые даже не зафиксированы в книгах. А когда это сочетаешь с песнями еще, берешь, например, традиционную верховую чувашскую песню, вставляешь это с текстом, это дает эффект полного погружения в эту культуру. Самое приятное, это когда, например, представители верховых чувашей, которые на этих диалектах выросли, говорят, боже, у нас же действительно так говорят, я никогда это не замечала, я никогда там не обращал внимания на то, насколько у нас все по-другому и насколько это все круто. Такой сидишь и думаешь, боже мой. А еще очень прикольный случай. Короче, была у меня одна женщина-хейтер, которая просто ненавидела мои тексты на чувашском языке. Любимая тема про хейтеров. Это просто бомбочка. Она такая, никто так не говорит, мы так не говорим, никому этот язык ваш не нужен, бла-бла. Сама чувашка, но верховая. Хейтила. У меня уже такая легкая депрессия начиналась, потому что думаю, почему она так говорит, почему вот она так выражается, там же на самом деле все хорошее написано. Я написал вот на текст на этом верховом чувашском диалекте. И представляешь, от нее приятный коммент. Вот этот язык мне нравится, вот этот язык я понимаю. Оказывается, чувашский может быть очень красивым. Я такой, окей. С тех пор такого хейтерского комментария от нее больше не было. Но это вот такой интересный случай. Реально сила языка, она видна. То есть даже несмотря на то, что мы все чуваши и говорим на одном языке и прекрасно понимаем друг друга с диалектами, оказывается, даже вот этот диалект, он все равно воспринимается как родной язык. А литературный чувашский уже, как родной, но не совсем. Вот такой вот момент. Ты подобрал верное чувашское слово. Верный чувашский ключик. Да. А сейчас уже просто я начал описывать обряды, например, про Агадуй так было. Самое крутое в том, что ты, как творческий человек, когда пишешь такие стихи, получаешь полную творческую реализацию. Но при этом это работа, за которую тебе еще и платят. И ты такой, кайфовая. Да, моя мечта — найти работу, чтобы делать ее по душе и получать деньги. Эх. Мы с Ксюшей кое-что ищем спонсоров, чтобы делать наш контент. Ладно, это такая Я бы была... спонсировал вас, извините, я даже творческий. Мы с Ксюшей Сантьяром ищем спонсоров. Звучит, конечно, как-то так... Ну ладно. Спонсор — это хорошо, ты же не папика ищешь. Нет. А зря. Антакала. Универсальный ответ на все. Антагала. Это тоже был ответ сейчас. Да. И он тоже был уместный. Да, понимаешь? Волшебный чувашский язык. Обожаю чувашский язык, просто лучший. Мне очень интересно еще всех гостей спрашивать про их источники вдохновения. Как вообще так получилось, что чувашский настолько близок к твоему сердцу? Странно звучит вопрос, Нет, но... Он не странный. Он совсем не странный, он сложный. Да. Знаешь почему? Угу. Когда я учился в школе и рос у себя в деревне, да, это Янтиковский район Чувашской же республики, деревня Ураскасы. У меня был интерес к родной культуре. Но всегда был, потому что, во-первых, нас с малых лет приучали к фольклору. То есть мы это видели, мы видели настоящие свадьбы, мы сами состояли в ансамбле, все ребята нашей деревни. То есть это как часть нашего школьного обучения даже было, наверное, в какой-то степени. Мы пели, мы танцевали, нас учили танцевать чувашские танцы, когда мы учились еще в 1 или 2 классе. Пугали тем, что нам за пазуху будут накладывать замерзшие овечьи какашки, будут держать это до тех пор, пока они все не выпадут. Типа раньше так учили. И мы, соответственно, очень быстро учились танцевать, потому что, мне бы не хотелось за пазухой говно держать, да, мерзко. Так нас пугали, так нас учили. Возможно, это элемент этной педагогики какой-то, чтобы мы быстрее обучились. Интерес был, но не основной. Это все мне нравилось. Но я не скажу, что в школе мне нравилось слушать чувашские народные песни или что-нибудь еще. Мне нравилось узнавать себя, потому что, как это было для меня, я воспринимаю чувашский язык и чувашскую культуру не как что-то, от чего я могу отказаться. Для меня это
точно так же, как орган, например, какой-нибудь, или точно так же, как глаза мои. Ну, потому что по факту так оно и есть. Твой язык, это дает твою картину мира, он создает твое видение мира, он создает твое мышление элементарно, потому что в твоем языке сокрыт тот самый код, через который ты познавал этот мир, да? Мои глаза — это чувашский язык в том числе. Это было мне интересно, потому что это было частью меня всегда. Первый раз узнал о том, что кто-то стыдится того, что он чуваш, в классе 6, наверное, когда мне сказали, что люди это делают. Чего? Почему? Было настолько непонятно, почему это происходит, потому что для меня это было неестественно немножко. Мне кажется, для вообще психологически нормального, здорового человека это неестественно отказываться от своего родного языка. Ты же не откажешься от своего органа просто потому, что тебе кажется, что почка, не знаю, эстетически некрасивой. Я не думал, что я буду уделять этому очень много времени, или что посвящу этому свою жизнь, или отдам этому свою молодость. В школе у меня были другие интересы. Я увлекался вообще биологией, экологией, химия, был в сборной страны, там к международной олимпиаде по биологии, занимал места на всероссийских олимпиадах по этим предметам. И для меня было очевидно, что мое будущее — это какая-нибудь медицина или биология. Когда там уже взрослеешь, да, понятно, в 9-10 классе я начал об этом задумываться, что, кажется, у моего народа проблемы, кажется, у моего языка проблемы. Ладно, когда я рос, у нас не было той повальной деградации чувашского языка, которую мы сейчас, например, наблюдаем. Тогда все говорили намного чище, потому что, видимо, и старшее поколение само по себе какое-то воздействие на общий фон оказывало. Мы их слышали, мы перенимали от них что-то и так далее. Но сейчас-то стариков становится меньше, а молодое поколение какое-то в плане языка немного слабовато уже идет. Вот те дети, которые младше меня лет на 9, они уже не будут понимать то, что я говорю иногда. Для них чувашский он на бытовом уровне остался. А мы через этот язык мы все познавали. Но это прежде всего от школы зависело. Мы до 5 класса все предметы на чувашском учили. Весь этот момент создавания нашего мировоззрения он проходил на чувашском. После школы я не пошел в чувашском направлении. Я понимал, что у народа проблемы есть определенные, и кто-то должен этим заниматься. Меня это очень сильно беспокоило, но я решил пойти по пути, который мне был проще. Олимпиадник, у меня были льготы, у меня была большая стипендия по биологическим направлениям, по медицинскому направлению. И, соответственно, это направление я и выбрал. Но выбрал я город Казань. Я считаю, что это самый успешный выбор, который я когда-либо сделал, потому что в Казани я увидел, что у татар тоже есть сложности, но они борются без конца. То есть за сохранение своего языка татарский народ старается. Чувашский тоже старается, но, видимо, в силу того, что нас меньше, или в силу того, что у нас немного по-другому сформировано мировоззрение, я не знаю причин, серьезно не знаю, но не могу что-то винить. Я понял, что не все потеряно. То есть если есть человек, который борется, то язык не обречен, народ не обречен. И вот эта мысль, соседний с нами народ старается, пытается и что-то делает что-то красивое, крутое, это меня очень сильно вдохновило. Такой думаю, если мы будем стараться, если они будут стараться, то у всех нас, вот этих народов Поволжья, да, народов России, будет шанс какой-то, потому что мы друг друга можем вдохновлять, мы можем друг друга как-то направлять, показывать направление. Мы делаем ошибки, они могут делать ошибки. Мы их видим, фиксируем, их не делаем. И в какой-то момент я такой просто подумал, что все изменения, они могут начаться только с самого себя. Мне не хотелось менять мир. Не хотелось, чтобы там резко все чуваши на чувашском заговорили и так далее. Я просто захотел сделать все, что я сам могу. И поэтому полностью погрузился в чувашскую тему. Это было не сразу, это было постепенно, через университет и так далее. К чему это привело? Меня это очень сильно радует, потому что сегодня я не знаю, какое воздействие могу оказывать я, там, например, для сохранения народа, но для сохранения народа в себе я делаю все, что могу. И мне кажется, это самое важное. Мне кажется, сейчас прозвучала такая классная фраза: для сохранения народа в себе я делаю все, что могу. Я уже думаю, что мы не скажем чего-то более ёмкого за сегодняшний эфир, поэтому мне хочется пожелать всем, да, кто заинтересован что-то сохранить в себе, это делать. Все изменения начинаются действительно с самого себя. Со своего распорядка дня, со своего, я не знаю, стола, рациона, со своего плана на день, со своих книг, которые ты читаешь, фильмов, которые смотришь. Так и, возможно, меняется мир к лучшему. Эльтияр, большое спасибо, что пришел. Мне кажется, было очень интересно. Пызык Тавтапощ. Пызык Тавховна Ченнижень. Спасибо всем, кто был с нами. Это было прикольно. Антакала.